Вопросы законодательного регулирования жилищно-коммунального хозяйства Коми сегодня стали ключевыми на видеосовещании с муниципалитетами и общественными советами. Встречу организовала Общественная палата Коми, при этом пригласив и федерального коллегу Игоря Шпектора. Он, как известно, является председателем комиссии, которая как раз и курирует эти вопросы в Общественной палате России. Разговор вышел обстоятельным, об этом подробнее Любовь Лапина. На прямой связи более 150 человек со всех муниципальных образований Коми. Зампредседателя правительства республики Константин Лазарев сразу начинает с проблемных точек. В коммунальной отрасли региона их немало. Износ комплекса чрезвычайно высок. При этом достаточно объективных программ развития ЖКХ в Коми пока нет. Не сформирована и единая концепция решения этих задач. На протяжении последних лет республики фиксируется рост дебиторской задолженности у потребителей и кредиторской у ресурсоснабжающих организаций. Не обнадеживает и Игорь Шпектор. На федеральном уровне Коми вошла в число самых неблагополучных с коммунальной точки зрения регионов. Я считаю, что целый ряд законов мешает сегодня работать, и поэтому приходят неквалифицированные люди на строительство, они выигрывают конкурсы, не имея достаточной квалификации, не имея средств, материально-технических возможностей. Но я разговаривал с главой республики, те наметки, которые есть, они очень серьезные. Я думаю, что будут произведены соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы республика побольше осваивала средств. По мнению Игоря Шпектора, сегодня во главе региона появились профессионалы, люди, которые знают и умеют строить, развивать коммунальную сферу. Другое дело на местах. Нехватка спецов именно в муниципалитетах сегодня одна из самых острых проблем. У республики довольно серьезные проблемы по управлению жилым фондом. И столь неблаговидный статус отстающего на федеральном уровне региона Коми заработала в основном за счет огромного количества жалоб со стороны населения. Понятное дело, что почти все упреки в основном обращены в сторону управдомов. В Коми работают 164 управляющие компании, при этом 10 из них сейчас инициируют процедуру банкротства. На сегодняшний день система лицензирования позволила получить нам определенный контроль над деятельностью управляющих компаний. Сегодня есть основания для их проверки, сегодня есть основания в том числе и для увольнения руководителей, для отбора домов у этих управляющих компаний и в то же время для хороших управляющих компаний, те, которые справляются с своими обязанностями, которые могут получать новые дома. И эта деятельность, безусловно, она должна быть. Затронули на совещании и тему капитального ремонта. Игорь Шпектор отметил, сегодня нужно понимать, что возврата к прежней системе не будет. Платить пока по ремонту – обязанность каждого. И коль этого не избежать, собственникам нужно активнее включаться в эту деятельность. Конечно, на первом этапе нареканий к региональному оператору хватало. Но ведь и у населения есть право выбора, каким именно образом собирать средства на предстоящий капитальный ремонт, отчисляя в региональный фонд или собирая самостоятельно на собственном счете. К сожалению, эта информация, как показывает практика, на местах доводится недостаточно внятно. И именно поэтому дополнительные квитанции вызывают столь сомнительную реакцию у населения. Любовь Лапина, Олег Остромин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.